Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваше хозяйство, да? Это наше хозяйство. Ага. Большой у вас. Я не знал, что у вас такой большой. Я проезжал здесь, как-то думал, что это вот ваш садик, да? Это наш детский А двор-то сад. есть у вас? Да. Двор есть, да? Да, да, да. В нашем здании... Здравствуйте, Булат Вакилович. В нашем здании располагается школа и детский сад на 4 группы. Школа и детский сад. Да, 4 группы на 82 ребенка. Спасибо, Александрович. Дальше еще бахилах обязательно. Обязательно. Это правило для Да, у всех. нас детский сад. Спасибо Конечно, большое. да. за Это понимание. правило для всех. А сколько Филиал. вы взяли сертификатов? А у нас по сертификату здесь 32 ребенка и еще 52 ребенка на Комсомольской, это по другому адресу. вот. И мы открыли еще 3-й филиал на Дружбе народов, это в Новолынде. То есть тут... Ну, интересно вам это, нет? Вообще, это очень хороший проект, и я, честно говоря, сильно радовалась. Слава богу, Булат Вакилович его поддержал. Вот наша прогулочная территория, сейчас ее видно будет, просто сказали, что со временем плотно на адаптации. Да. Да, свой маленький дворик есть. У нас есть этого большое преимущество наше, потому вот иногда что... возникают конфликты с жителями, когда частный садик в доме открывают. У нас, да. У нас вот нам повезло, потому что очень небольшое количество частных детских садов, можно сказать, что со своей прилегающей территории. Беседочки мы поставили, площадки все работают. Это группа старшая возрастная. Здесь у нас детки от 5 лет до 7. Здравствуйте. 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 Как настроение у вас? Как настроение у вас? Одни девочки я вижу, да? Мальчики чуть поменьше. У нас в школе зато одни мальчики. У нас в этом году девочка. Рисование идет, да? Да, у нас заключительно. Мы свой центр, как видим, своими глазами посмотрели презентацию Дня знания, как Садитесь. школьники идут в школу. Молодцы. Это тоже в рамках проекта «Демография». Получили Закуплено было оборудование, интерактивное оборудование. Интерактивного оборудования много. Ограждение сделали, площадку, все, покрытие подготовили. Здесь у нас кабинет класса. Здравствуйте. 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 А это уже Это у нас 7-й класс. Да, Ага. это школьники. У нас классы малочисленные, что позволяет нам определенные преимущества иметь. Ну и... Английский идет или что у вас? А День знаний сегодня? День знаний сегодня, да? То есть, ладно. Ну как вам нравится здесь? Да. Нравится? Ну, молодцы. Что нравится в нашей школе? О чем мы сейчас говорили с вами? Да, участвовали мы в проекте «Робототехника», то есть в грантах тоже участвовали, большое количество грантов, которых мы выигрывали, и ребята полноценно это все используют. Хорошо, комфортно, что небольшие классы получаются, Да, больше внимания каждому. Также в нашем центре есть музыкальный зал, спортивный зал, медкабинет, то есть наши площади позволяют... Питание как сами? Питание готовите? привозное у нас, потому что пищеблок готовит? организовать здесь сложно. Мы питались у самовара. Ну то есть... Да, то есть это крупные поставщики, да. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Добрый день. Каждый из вас имеет отношение к этому празднику, поэтому вам удачи и, конечно, спасибо большое за наших детей. Я сегодня специально попросил с вами встретиться. Вот такой небольшой сегмент, конечно, в системе нашего образования, но частные детские садики, на мой взгляд, интересный сегмент. И вы знаете, что мы год назад вышли с этой инициативы сертификата, год назад мы вышли с такой идеей. Начинали, по-моему, с 200 сертификатов в Стерлитамаке. Так получилось даже, что первый год эти 200 сертификатов даже не выбрали, по-моему, люди даже не поняли, что это такое. А на данный момент мы уже больше 1000, да? 2000. 2000 уже сертификатов раздаем. Нагрузка на бюджет есть. Мы на 22-23 год деньги эти заложили, порядка 140 миллионов. То есть вот вы спокойно, уверенно можете в этой части работать. Ну и для нас очевидный плюс есть. Вот считайте, мы по году тратим 140 миллионов. Это сколько получается? Ну, 2000 с лишним, да? 2000 сертификатов, вот как раз 140 Ну, вот миллионов. считайте, это 10 садиков нам нужно построить. Это 10 больших на 60 мест садиков. Нам этот проект интересен. Я хотел сегодня, во-первых, послушать вас. Интересен ли этот проект вам, первое? Может быть, там есть какие-то нюансы, которые мы готовы подкорректировать.
Но еще очень важный момент, для чего мы сделали этот сертификат, потому что, с другой стороны, сертификат этот дает толчок развиваться вам, поскольку вы имеете гарантированный заказ от государства и можете под это ваши финансовые планы. Мне тема частных дошкольных учреждений очень хорошо понятна. Я занимался ею, там, будучи, когда главой муниципалитета был. У нас 45, да, получается, 45 негосударственных учреждений, которые лицензированы, то есть вы настоящие садики, ну и порядка там что-то более 120 у нас те, которые оказывают услуги по присмотру. Мы это тоже понимаем все. Вот. Значит, по сертификату у нас Уфа активно развивается, я так думаю, доложите, да? Значит, Стерлитамак уже традиционно. Но вот я был в Нефтекамске, нефтекамцы тоже просят, потому что не хватает, мы не дотягиваем, город активно развивается, и мы не успеваем там с строительством садиков. Вот садик в прошлом году построили, он весь уже забит у них в Нефтекамске. Поэтому я думаю, что мы шире будем территориально развиваться. Посмотрим, если этот проект будет вот, очевидно успешным, ну, мы будем планировать и дальше увеличивать количество денег, которые тратим. Значит, готов с вами пообщаться. Ставьте, пожалуйста, какие-то вопросы. Я примерно смотрел. Это, конечно, наверное, помещение. Это всегда извечная проблема. Вот надо понять, что мы можем для вас сделать, ну и какие дополнительные условия мы для вас можем позитивные создать. Пожалуйста, да, Игорь? Да, кратко расскажу. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас на территории Уфы 38 частных детских садов. И на самом деле они у нас уже на сегодняшний день участвуют в проекте 28 детских садов, которые выданы 1363 сертификата. И администрация города Уфы 25 детским садам, значит, в аренду предоставляет муниципальные помещения на льготных условиях. Мы не раз встречались, значит, с Лилией Адгамовной, с председателем ассоциации, мы очень тесно сотрудничаем с ними. На прошлой неделе буквально встречались с застройщиками, Радик Фаритович, договорились, что мы, значит, в середине сентября встретимся также с застройщиками с ассоциацией, уже не только как рабочее совещание, а какой-то некоторый будет круглый стол, где уже будем говорить о тех новых, значит, застраиваемых, получается, микрорайонах, где вообще отсутствуют детские сады. То есть мы готовы, вот, значит, с нашими коллегами данный вопрос отрабатывать. Но также мы знаем, что наши детские сады в прошлом году и в этом году принимали участие, значит, в грантах на создание дополнительных мест. Наши коллеги, они, наверное, более подробно это расскажут. И в прошлом году 5 частных детских садов выиграли, значит, на 200 миллионов, то есть на 200 мест, то есть выиграли, да. И в этом году еще 10 детских садов тоже у нас грант выиграли. В принципе, мы друг друга слышим, вот с Лилией Адгамовной с удовольствием с коллегами работаем, тоже принимаем участие. И в этом году еще, вот на прошлой неделе буквально проходила, значит, в ВДНХ у нас конференция, где все детские сады частные были представлены. То есть и методически, и как бы, таким образом мы друг друга поддерживаем. Спасибо. Лилия, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас основной момент, который хотелось бы обозначить, это все-таки по помещениям. То есть у нас девочки отдельно доложат тоже. Но вот направление, которое, я думаю, что наиболее перспективное, это участие в проектах с застройщиками именно. То есть вот мы говорили о том, что это встроенно-пристроенные помещения, да, которые на этапе строительства бы прорабатывались по площадям, по условиям предоставления, потому что, понятно, это все-таки социальный объект. То есть для нас, скажем, выкуп по коммерческой стоимости, он не совсем реален, а вот варианты те, когда это удобно и для застройщика, и для нас, конечно, это был бы тот вариант взаимоотношений, который бы привел к результату тому, что детей от 1,5 до 3 лет мы могли бы по сертификату дошкольника тоже брать в эти помещения. Потому что должно быть понимание ответственности как застройщиков, так и нас перед застройщиками. Это тоже важно. Потому что в нашем партнерстве сейчас порядка 25 частных детских садов. Те, которые
надежно и ответственно выполняют свою работу, которые готовы соответствовать всем требованиям. К сожалению, вот наш сектор, он очень разнообразный, и хотелось бы, чтобы, входя, люди, которые входят во взаимодействие именно с застройщиком, это были, ну, скажем, партнеры, которые полноценно смогут отношения выстраивать. И еще один момент, который тоже касается финансирования. У нас много предприятий, которые носят форму некоммерческих образовательных. Да? И у нас одна и та же проблема, с которой мы сталкиваемся, она связана с тем, что некоммерческие структуры не могут получить ни кредиты, собственно говоря, да, ни какие-то, ну, в грантах мы участвуем, выигрываем, но на коммерческой основе, чтобы, значит, где-то прокредитоваться, некоммерческие организации не могут. И это у нас вот прямо камень преткновения, потому что, понятно, если мы хотим развиваться, нужны помещения, либо это выкуп, либо какая-то там застройка. Как некоммерческие сталкиваемся мы вот с этой проблемой. Значит, ну, это ключевая проблема помещения. Я не очень представляю, как вы с застройщиками. Это ведь, наверное, речь идет о чем? Я помогу, конечно, и такой сигнал дам. В принципе, со стороны застройщиков было желание пойти навстречу, потому что они понимают, что если детского сада нет, реализовывать свои площади для них сложно, и многие не покупают. И, честно говоря, вот мы с Иском сотрудничали, они говорят, да, для нас проще нам продать небольшую площадь дешевле, но мы понимаем, что мы можем говорить, у нас есть здесь вот такой частный детский сад, надежный, проверенный партнер, и, соответственно, если мы им снизили цену, мы со своей стороны даем гарантии, что в течение определенного промежутка времени мы не продаем никуда эту площадь, там, купленную по заниженной цене, а мы будем оказывать услуги там, порядка 5 лет, либо какие-то иные, там, ну, то есть по срокам мы еще ничего не разговаривали. Единственное, они обозначили, что хотелось бы, чтобы был какой-то оператор, то есть структура, которая бы контролировала, ну, и организовывала функции со всех сторон, то есть и со стороны застройщиков, и со стороны, наоборот, нас как поставщиков услуг образовательных. Мы с ними такой диалог только начали. И у нас договоренности уже начали реализовываться. То есть сейчас застройщики, поэтому какие-то помещения появляться будут. Но я к чему говорю, что это, ну, начальный этап пока. Я не думаю, что это будет много. Потому что мы у застройщиков берем либо долю строительства школы, либо долю строительства садика, либо там благоустройство территории, какой-то парк, либо там что-то еще. Либо просто берем квадратными метрами жилья, которые мы потом решаем проблему наших очередей, которые мы должны реализовывать. Дмитрий Михайлович, экспертно есть у нас у муниципалитетов такие помещения, которые там, они жадничают и не дают? Уважаемый Раид Фаридович, уважаемые участники совещания, я бы разделил помещение на форму собственности, государственную собственность. Соответственно, по ним у нас четкие правила. Принят в первую очередь закон, то, что оно, соответственно, некоммерческим организациям передаем в безвозмездное пользование, с вас только коммунальные платежи. Это первый момент, на государственном уровне. Второй момент, по социально ориентированным, тоже некоммерческим организациям у нас стоит понижающий коэффициент 1% от арендной платы. Соответственно, то же самое мы рекомендовали принять муниципалитетам. Здесь есть такой момент, что муниципалитетам можем только рекомендовать принять. Но вот Раид Фаридович сказал, мы, соответственно, сейчас работу эту настраиваем. Со следующего года, соответственно, те вот моменты, которые были приняты на нашем уровне, я думаю, что аналогичные решения примут и муниципалитеты следом за нами. Второй момент. А вот сейчас вот сразу, вот, допустим, кто-то, вот Олеся Викторовна, например, берет в каком-то муниципалитете в аренду, там какие условия? Раид Фаридович, надо посмотреть, во-первых, организационно-правовую форму, соответственно. Уфа у нас 0,25 понижающий Да. коэффициент, это сразу можно сказать. 0,25. Если образовательная деятельность, имеется лицензия. Да. Но вас устраивает это? В принципе, как бы, конечно, это хорошие условия, но вот Стерлитамак 0,1%. Да? Почему разница по республике, непонятно. Еще один важный момент. Я извиняюсь, просто сразу вот такой комментарий. До получения лицензии мы должны сделать ремонт, мы должны... То есть это примерно год как минимум, если не 1,5. И в этом случае мы платим полную стоимость. А это на момент открытия для тех, кто работает, это как бы понятно. А вот для тех, кто хочет открыться, очень сложно. Вот в наших, смотрите, вот вы правильно все упомянули, некоторые муниципалитеты
достаточно быстро отреагировали, такие как городской округ Стерлитамак, к тем рекомендациям, которые мы им дали. Соответственно, те муниципалитеты, все-таки город Уфа, у них большая часть, я так понимаю, бюджет еще сверстан, да, они, тоже какой-то бюджетный процесс идет. Соответственно, мы выходим на осень, то, что вот эти наши все рекомендации по социально ориентированным некоммерческим организациям, по публикациям тем же, у нас введены правила сейчас в республике, то, что все свободные помещения мы на инвестиционной карте в первую очередь вывесили, а второй момент введем все реестры. То есть сейчас у нас реестры в электронном виде, мы постепенно это все цифруем и выкладываем все на сайте. То же самое мы просим по, вот, допустим, социально ориентированным некоммерческим организациям, то же самое просим сделать муниципалитеты. Потому что относительно муниципального имущества мы исключительно можем рекомендовать в данном случае, да, главам так вот поступить. Соответственно, но со всеми мы взаимопонимание нашли. И постепенно до конца года мы эту работу закончим. А вот есть вообще частные детские садики, более-менее там, которые на ногах, которые вне пределов действия сертификата? Условно, там где-то в Баймаке, в Сибае есть такие или нет? Ну, честно говоря, в таких городах потребность в частных детских садах невелика. То есть вот скажите, речь идет о чем? Мы о чем говорим? Уфа, Стерлитамак, ну вот Нефтекамск еще. Уфимский район точно. Уфимский, ну Очень это плотно. агломерация. И вокруг, Глино. Да. И все, да, получается? Ну, самое. Ну, давайте мы сделаем так. Это же тоже деньги муниципалитетов, Айбулат Вакилович. Там, если надо, там меня подключайте. Вы проведите совещание, пригласите, определите перечень районов. Во-первых, он должен быть закрытым перечнем, так, чтобы мы понимали. Условно, если Иглину, то Иглину надо тоже сертификаты какие-то давать. Если там какой-то росток появился, надо дать иглинским ребятам, и пусть они делают. От совещания проведите, Дмитрий Михайлович, поучаствуйте. Ну, постарайтесь вывести какие-то более-менее стандарты понятные, чтобы им было выгодно. Здесь я каждый раз говорю, мы решаем две задачи. Первое, мы решаем проблему дошкольных учреждений. Второе, мы даем рабочие места. Принимаем такое решение, потом коллеги доведут, каким-то образом унифицировать и создать более благоприятные условия для аренды муниципального имущества. Но важно что еще сделать? Там этот вопрос на ВКС правительственном вы доклад сделаете, и содоклад пусть главы муниципалитетов этих сделают. Кратко, ладно? Поэтому прям каждому нужно сказать, найдите помещение, выбросьте там, пусть они тогда, может быть, как где-то расторгнут, там же сроки аренды проходят у кого-то, расторгают, и пусть вот им дают. Понятно, да? То есть надо, во-первых, создать эту базу этих помещений, второе, на удобных условиях. Вот с этим договариваемся. Тут же основной детские сады, это от 1,5, получается, до 3 лет. И как раз это те родители, которые хотели бы раньше выйти на работу, те мамочки. И у нас это на самом деле спасение. Просто. И мы сами проехались где вот совсем маленькие, вот и на Колгульском были, да, там на самом деле 1,5-годовалые вот эти детишки, и родители, конечно, они могут выходить на работу. Тут вообще вопросов нет. Поэтому они нам такую большую... А сколько еще родители платят? У нас платят по питанию 151 рубль в день, 3300 в месяц. А у вас? За питание только, да? Ну, питание, вот у нас проблема, опять же. А сколько в месяц У нас выходит? питание вот в разных детских садах разное. Да. То есть где-то есть свое, там, да, мы выдерживаем сумму положенную, да, 151 рубль. А где-то привозное питание, конечно, мы... Сложно уложиться в эти сложно деньги. уложиться в эти деньги, потому что поставщики, они, естественно, за 151 рубль не будут привозить пятиразовое питание улучшенное. Пятиразовое, да, питание? Давайте так, я Минфину поручение сделаем. У меня Минфин пусть просчитает, потому что вот вы говорите, коммуналка и прочее, мы просчитаем, сколько это там в конечном счете происходит, там и инфляцию, и, как вы говорите, и посмотрим. На основании вот этих расчетов, которые Минфин мне даст, я решение приму. Мне надо понять, где тут истина, как говорится, что вот здоровье детей и приход за ними – это не то, на чем экономить, конечно, надо. Здесь и так деньги небольшие на самом деле. Но, тем не менее, вот вы знаете, что каждый ребенок вам 6 тысяч рублей приносит, да? Мы знаем и стараемся. Да. А вот какой интересный рынок, как вы думаете, вот просто пофантазировать. Вот сейчас мы 2000 сделали, а какой рынок вот сертификатов, не знаете? 3000, 4, 5, 10? Порядка 1500, я так понимаю, детей еще мы могли бы взять. И такие, да, и То есть такая вы проглотите, потребность да? есть. Серьезно? Это вот на данный момент, да.
Это та цифра, которая, в принципе, реальна, особенно если Иглинский район рассматривать, где просто там, насколько я А знаю... в Иглинском очень районе плохо. есть частный детский садик? Там, насколько я... Ильдар Маратович... Но появится, да? Вы имеете в виду, если... Ну, в смысле, при досмотре уход, да? Вот такое. Но это есть, да, по крайней У мере? нас вот даже сейчас коллеги тоже присутствуют, которые очень хотят открыться в Иглино. Ну, это Руслан Фазилович, он построил садик в Нагаево, да, ведь? Да, Ради Фаридович, если позволите. Да, я частный инвестор, как раз я 3 садика построил в Нагаево. И на 170 мест, больше 1000 квадратных метров, причем мы в эксплуатацию быстрее вводим, чем государственная система. И готовы это делать. Но сейчас проблема в чем? Кстати говоря, для частных инвесторов беспрецедентная совершенно поддержка вот это Министерство образования, муниципалитета, сертификат, который вы говорите, потому что это обеспечивает стабильную часть, вы правильно говорите. А вот камнем преткновения на данный момент для инвесторов, грубо говоря, можно было бы уже в этом году еще 1-2 садика открыть. Потому что, вот, например, появилась такая концепция у меня, в частности, садик у дома. То есть небольшой двухгрупповой садик в каждом микрорайоне застройки новом. Но с 1 января 2021 года новые заградительные барьеры по санпин-нормам. Причем по воде. Удивительно, но вот факт, да, то есть открываются большие коттеджные поселки, где частники используют воду, а с нас для лицензирования нам необходимо предоставить такой пакет документов, который частнику, как минимум невыгодно, а как максимум, в принципе, даже невозможно. Вот я просто назову гидрогеологическая характеристика водоносного горизонта. Это я говорю текст, который мне прислали, ответили официально из Роспотребнадзора. Санитарную характеристику местности, сведения о существующих и потенциальных источниках загрязнения. То есть, когда мы сталкиваемся уже с таким, естественно, я приостановил проект инвестирования, в том числе хотелось в Акбергено построить, там потребность очевидна. У нас 100 человек стоит в очереди, готовы просто прийти в наши садики. Но вот такой возможности нет. Поэтому здесь предложение такое. Логика говорит о следующем. Если переводят в ИЖС какие-то земельные участки, наверное, это исследование, там гидрогеологические исследования проводятся либо муниципалитетом, либо региональными какими-то службами. Соответственно, было бы идеально и простимулировало бы инвесторов, если бы муниципалитеты нам такие пакеты документов давали, либо давали бы в Роспотребнадзор по запросу. То есть закрывали бы эту часть вопроса, поскольку, по сути-то они должны нам, либо обеспечить водоотведение, водоподведение там единое, но мы понимаем, что сегодня бюджеты муниципалитетов, просто это нереально, да? Тогда здесь просто нужно с документами разобраться, чтобы с нас не требовали этот пакет, который тянет за собой там колоссальные деньги и время. Вот решение даже этого вопроса сразу простимулирует. Во всяком случае, направление Нагаева-Акбергено, там я и мои друзья, мы там готовы активно развивать эту тему. Минстрой попрошу, оформите поручение. Минстрой пусть разберется. Это, понятно, это федеральные требования. Тут надо самим разобраться. Да, каждый раз эта дилемма большая, такая непростая. С одной стороны, всевозможные ограничения. Вот я помню, там если двухэтажный, то отдельный выход со второго этажа напрямую должен быть, по-моему, да? И каждый раз это очень сложно, потому что так-то мы можем организовать на первом этаже 2 выхода, да, но с второго всегда сложнее. И вот начинаются эти вопросы, я помню. Но это ведь продиктовано тоже не просто так. Речь о детях идет, а совсем беззащитных, которые, практически сами не в состоянии. Поэтому тут тоже есть такие моменты. Я понял по этой истории и посмотрю. А вот скажите, эта проблема существует или нет у нас, когда вы открываете садик где-то в доме пристроенном, и ваши дети группой выходят на детские площадки? Конфликты возникают, нет? Или как? А как разруливаете? Во всех по-разному. Всех по-разному, да? А что, действительно конфликты бывают, да? Бывает, да. Потому что Так им довольные нужно жители. загородить же им нужно. Ну да, там же, а это же территория дома, понимаете, территория дома. Бывают еще конфликты.
договариваемся с жильцами, подписываем протоколы. Вот так вот, да? Да, таким образом. Но только тут либо по-доброму договориться, либо совсем закрыться. Но это в каждом конкретном случае вот такие тяжелые переговоры. Можно я еще по аренде муниципального имущества Пожалуйста. добавлю некоторые моменты? Вот мы говорим о стоимости родительской платы, приравненной к муниципальной, 151 рубль за день. Для того, чтобы нам ее сохранять, нужна стабильность и, в принципе, любую услугу, которую мы предоставляем. И арендуя помещение в управлении земельных имущественных отношений, помещения предоставляются что коммерческим, что некоммерческим организациям только через торги, что увеличивает стоимость арендной платы. Второй момент, договора заключаются максимум на 3 года. Через 3 года переоценка, и, как правило, эта стоимость возрастает. И было бы неплохо, если бы эти договора можно было продлить максимально хотя бы на 10 лет, тогда бы мы могли экономику просчитать. И может быть, на 5 лет, можно это? Может, на 5, и причем сделать это, если это возможно, я не знаю, регулирование, для тех, именно которые получают наш сертификат. То есть, вы же сертификаты на конкурсе они получают или как? Как это? Заявительная система. Заявитель, да. То есть, если у нас есть квота сертификатов, мы вам даем, и вы пошли. Да, и мы лицензированные, да. Мы входим в реестр именно в очередь, то есть, что мы можем взять как поставщики услуг. Там, Дмитрий Михайлович, вопрос по сроку. Я сам всегда сторонник на побольше дать, потому что тогда они прогнозируют. Там, посмотрите, 10 не 10, может быть, дать. Потом, смотрите, там цену-то, конечно, надо пересматривать, но для этого не обязательно с вами договор там, может быть, разрывать. Там 7 лет, 5 лет. Подумайте, внесите предложение. Вот эти все вопросы мы отработаем и с этим выйдем. Очень разумное предложение. На 3 года. Это я все бьюсь с тем, чтобы наши предприятия, которые заходят, питание в школах обеспечивают, я прошу заключать договоры. Было на 1 год. Я говорю, на 1 год, кто будет с вами всерьез дело иметь? Я говорю, дайте ему на 5 лет. Тогда он и пищеблок сам поменяет, и что-то подмажет, и свой бизнес-план какой-то под это сделает. Хорошо, пожалуйста, еще какие-то вопросы? Коллеги, еще вопросы общие? Спасибо большое, Радий Фаритович. Мы очень благодарны, что вы к нам приехали. Очень благодарны, что у нас в республике введен такой сертификат дошкольника. Участие в грантах по демографии. Это вообще прекрасная поддержка была в этом году. И в прошлом году много групп переоснастились. Мы вообще закупили столько оборудования и привели в порядок. И прямо душа радуется. И хочется, чтобы дальше мы двигались совместно и с Министерством образования, и с нашими городскими структурами, поддерживали нас. Вот эта программа сертификата, она заинтересовала и Минпрос России, потому что я выступал недавно, когда рассказывал о них, мои коллеги-губернаторы тоже с интересом, потому что это, конечно, временное решение, но мы в ближайшие годы не найдем там 10 или 20 миллиардов, которые пустим все на садики и делаем. Мы за прошлый год, по-моему, у нас был рекорд, мы 25 садиков ввели, и то не хватает мест. 25 садиков построили за 1 год. Подытоживаем. Первое, мы этот вопрос я рассмотрю на ВКС с докладом министра, республиканским. Это дает сильный толчок сразу нашим главам муниципалитетов. Второе, оформите, сделайте мне предложение, как раз на ВКС доложите, какие предложения, о чем договорились, по аренде, все связано. Значит, по застройщикам я Андрею Геннадьевичу скажу, он с ними работает, чтобы он потихонечку, может быть, что-то у них выдавливал и вам сразу бросал, а вы сразу им. Целевым образом, что условно, если нам в казну города пришло какое-то нежилое помещение, и оно более-менее подходит сразу, то отправляем вам, потому что это точно нужно. Третье, значит, Минфин, индексацию посчитайте и внесите мне обоснованно. У меня нет здесь позиции сейчас. Я считаю, что вы правильный вопрос подняли. Давайте посчитаем деньги. Если это так, и истина там есть, пойдем на это. А потом в следующем году уже немножко денег добавим. Вообще план такой, подчеркиваю. Я почему хотел с вами увидеться. То есть у нас есть возможность эти сертификаты степ-бай-степ, как говорится, довести до 4-5 тысяч где-то. Да? Хорошо, спасибо большое. С праздником вас. У нас наши ребята хотели вручить сувениры. Можно минуточку прям? Спасибо. Да, это с нашим логотипом. Мы хотим, чтобы вы пользовались и помнили о том, что вы приезжали к нам в гости. А можно ребятам сфотографироваться?
Можно. Радий Фаридович. Даже Ребят, нужно. вставайте. Я Да? гений. Да? Спасибо. 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 С праздником, ребят. Спасибо. 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 Коллеги, До тоже встречи. можно уж, Радий Фаридович, Давайте. еще. Давайте. Вот прошу. Спасибо.